Спорт – это прежде всего здоровье и долголетие. Пример выдающихся спортсменов вдохновляет и будет вдохновлять молодых. В этом году отмечается важный праздник – столетие системы управления отечественным спортом. Это важный рубеж. Время оценить, сколько всего было сделано и сколько еще предстоит. Важно помнить, что здоровая нация – это основа государства. Глава Чувашской республики Олег Николаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном этому событию, которое прошло в Чувашском государственном театре оперы и балета. В фойе театра была организована уникальная выставка, посвященная вековому юбилею спортивной отрасли. Главными экспонатами стали архивные фотографии и экипировка выдающихся спортсменов Чувашии. Так что самое время вспомнить, как это было, и перелистнуть страницы истории. Первым олимпийским чемпионом из Чувашии стал боксер Валериан Соколов. На 19-х летних играх в Мехико он с явным преимуществом одержал блистательную победу в весовой категории до 54 килограммов. 1972 год. Чувашские спортсмены продолжают покорять олимпийские вершины. На самую высокую ступень пьедестала 20-х игр в Мюнхене поднялась команда советских велосипедистов. В их составе Валерий Ерды, уроженец Шумерлинского района. 24-летний молодой человек одержал победу в командной гонке на 100 километров. Чувашия славится своими легкоатлетами. В 1992 году в 25-х летних Олимпийских играх в Барселоне первые большие успехи показывают сразу две будущие звезды чувашского спорта – Валентина Егорова и Елена Николаева. Выиграли золото и серебро соответственно. А уже в 26-х Олимпийских играх в 1996 году в США они поменялись местами. Золото у Елены, серебро у Валентины. На 27-х летних играх в Сиднее легкоатлет Владимир Андреев выигрывает бронзовую медаль в спортивной ходьбе. Еще один пример для подражания современных юных велогонщиков. Ирина Калентьева. На 29-х летних играх в Пекине спортсменка стала бронзовым призером по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Министр физической культуры и спорта Чувашской республики Василий Петров поблагодарил сотрудников этой сферы за их самоотверженную и плодотворную работу по поддержке спортсменов и развитию спорта. Масштабные спортивные события, организованные в нашей республике, навсегда останутся в памяти жителей и гостей Чувашии и будут являться ориентиром в дальнейшем развитии. И я сегодня хочу сказать огромное спасибо за труд нашим ветеранам, тренерам, персоналу спортсменов, спортивным функционерам, руководителям, специалистам спортивных федераций и спортивных школ, представителям фитнес-индустрии, всем неравнодушным людям, которые вносят весомый вклад в развитие массового спорта и спорта высших достижений. Благодаря вашему профессионализму и инициативности решались многие вопросы, воплощались прогрессивные идеи, претворялись в жизнь масштабные проекты. И этому курсу следуем и мы сегодня. Вместе формируем одну большую здоровую нацию, активно исполняя поручения президента России. К 2030 году привлечь не менее 70% населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Промежуточные итоги успешно достигаются, и результат налицо. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что строятся объекты, оснащаются современным инвентарем и оборудованием, чтобы потом встречать жителей разных возрастов и давать им возможность заниматься физической культурой и спортом высших достижений. Также реализуются различные программы в школах. Детско-юношеский спорт является фундаментом для спорта высших достижений. Важно не останавливаться и двигаться вперед. И для того, чтобы достичь показателей, поставленных президентом, это 70% людей, которые активно и повседневно занимаются физической активностью, конечно же, этих мероприятий у нас должно быть еще больше. Они должны быть разнонаправленные и охватывать всю территорию Чувашской республики. И поэтому вот те объекты, о которых Василий Владимирович говорит, конечно же, имеют очень важное значение, прежде всего для того, чтобы обеспечивать развитие спорта высших достижений, для того, чтобы развивать профессиональный спорт, но для того, чтобы физическая активность дошла до глубинки, как это принято говорить, для маленьких сельских населенных пунктов, нам, конечно же, еще задумываться о ее доступности и там. И ровно для этого мы разработали еще несколько, на мой взгляд, очень важных дополняющих программ и направлений, которые реализовываются правительством Чувашской республики, естественно, совместно с администрацией муниципальных округов и со спортивной общественностью.
Это прежде всего так называемые школьные стадионы. Только в этом году их будут созданы 39 стадионов различных масштабов. Кто-то ставит очередные рекорды, кто-то занимается спортом для здоровья. И в том и в другом случае самое главное – это мотивация. Я думаю, в первую очередь, если заниматься спортом, да, это здоровье. И на основе здоровья, конечно, складываются высокие результаты спортсменов. В первую очередь мы детей готовим, я как тренер готовлю их как людей, чтобы личность состоялась в жизни. И во вторую, конечно, у каждого, как говорится, солдата есть мечта стать генералом. И тут такая же мечта подготовить чемпиона, вырастить победителя Олимпийских игр. А еще спорт – это умение никогда не сдаваться и дисциплина. Каждая победа – это ежедневный труд. Спорт начинается прежде всего с дисциплины. Режим дня. Без режима дня спортсмена не бывает. Это утренняя зарядочка в 6 утра, естественно. Весь день подчинен под этот режим. Это двухразовые тренировки, естественно, и плюс здоровое питание. Каждый рекорд – это всего лишь ступень на пути к своей мечте. Результат долгой и упорной работы над собой. Конечно же, да, долгие годы тренировок, только много пота, поэтому эта победа, конечно, для нас это как Бог. А для кого-то спорт стал судьбой. Именно так произошло с известной советской и российской спортсменкой, олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира Еленой Николаевной Николаевой. Ну, было по молодости все. Азарт внутренний, надо было во что-то вложить. Поэтому победа за победой, оно как-то туда затягивало. Но потом я со временем поняла, что это профессия. Я до 40 лет пробыла в большом спорте. И именно сейчас время открыть новую страницу в истории спорта Чувашии. Мы гордимся своими чемпионами. И, конечно, нужно помнить о том, что побеждает и в спорте, и в жизни только тот, кто никогда не сдается.